Добрый день. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы украінскі палітолог Владимир Фісенко. Я нагадаю, што Владимир кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента. Владимир, добрый день. Добрый день. Тема нашай сённяшняй гутаркі такая крыху может быть гипотетичная, хотя и не зусім гипотетичная. Чым Украина откажа на Лукашенко ў Крыме? Я нагадаю, что некалькі дзён таму прэсавы сакратар президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия чакае Лукашенко ў Крыме. И літаральна ў той же дзень кіраўнік расійскай Сергей Аксенов сказал, что так, вот чакаем Александра Егоровича, тут его все любят, это родная земля для его, он будет тут як дома. И зноў же хочу пригадать, что еще месяц тому, после встречи с Путиным, Лукашенко уже намекнул на магчымасць, прынамсі, полетов самолетов Белавия в Крым. И он это аргументовал так. Вот Украина же нас не пускает, Польша не пускае, так а вот у нас там свой санаторий в Мисхоре, як нам туды трапляць, вот только из России. Я, маўляў, Путина попросил, чтобы мы туды могли траплять. А вот ему, так сказать, и прилетело такое запрошение недвухсэнсоўнае, якое трэба ці прымаць, ці адмаўляць. Але это уже упершыню фактично сказано публично. Владимир, вот на цяперашняй ситуации, калі Лукашенко яшчэ не ў Крым, і, дарэчы, самолеты Белавия яшчэ не пачалі летаць у Крым, хотя месяц тому, як было сказано, вот в этой ситуации Украина штосьці может зрабіць, каб Лукашенко туды не потрапіў? Мы не можем повлиять на эту ситуацию, но если Лукашенко, даже если и поедет в Крым, то это будет проблемой для Лукашенко, а не для Украины. Да, нам это будет неприятно. Конечно же, если состоится визит Лукашенко в Крым, то это будет означать де-факто, что Беларусь, Лукашенко, точнее режим Лукашенко, фактически признает аннексию Крыма. И, естественно, это будет означать новый, более системный, более долговременный уровень кризиса в отношениях между нашими странами. И это будет означать, что Лукашенко перейдет одну из главных красных линий в отношениях с Украиной. Кризис возник в прошлом году. Если до августа прошлого года, до возникновения политического кризиса в Беларуси, отношения между нашими странами были достаточно добрососедскими, но они были двойственными. Лукашенко маневрировал в отношениях между Москвой и Киевом, в принципе, поддерживал такие действительно добрососедские отношения, особенно в экономической сфере, хорошо контактировал и с президентом Порошенко, и с президентом Зеленским. Но при этом, я напомню, по крымским вопросам при голосовании в ООН Беларусь всегда поддерживала Россию. То есть она не признавала аннексию Крыма, но вот в голосованиях по резолюциях, в которых упоминался Крым, белорусские дипломаты, я думаю, что Лукашенко давал на это санкцию, и руководство МИДа, были на стороне России. Вот такая была двойственность. И вот сейчас, почему я говорю, что это будет скорее проблемой для Лукашенко? Во-вторых, во-первых, это полностью разрушит отношения между Украиной и Беларусью. Наверное, сохранятся дипломатические отношения, у нас они даже с Россией сохраняются, но это будет означать кризис долговременный, пока останется Лукашенко. Вторая проблема, она сугубо для Лукашенко. Именно поэтому, я думаю, он пока и не приезжает в Крым. Его визит в Крым, переход вот этой красной линии будет означать, что он сдается Путину. Следующий шаг только один. Полная капитуляция со всеми потрохами перед Путиным в переговорах по союзному государству. То есть если он принимает российскую позицию по Крыму в данном случае, то это будет означать, что он уже сдается
А дальше он будет сдаваться в вопросах экономики, передавая контроль над белорусской экономикой России. И, видимо, будет постепенно, может быть, не сразу, но сдаваться и в других вопросах, военно-политических и как бы, вопросах, может быть, передачи полномочий. Владимир, я вас тут перепыню, пробачьте. А вы выключаете, что как раз может быть наоборот, что это таки обмен, что ён як бы пашле Москве сигнал. Ну, бачите, я Крым признал, 7 годов не признавал, а уже что тычется нашей маёмости, что тычется моих грошей, что тычется моей улады над Беларусью, это уж пробачьте. Вот этого не. А Крым там, ну, Крым далеко, это нас, в принципе. Нам, ну, символически это может выглядеть и так. И, возможно, Лукашенко так может размышлять. Он, да, что я сделаю символическую уступку России в обмен, например, на сохранение экономических преференций. Потому что другого выхода нет. Я же говорю, он в ловушке. Он сам себя загнал в ловушку теми событиями, которые произошли в Беларуси в прошлом году, вот теми репрессиями, которые там происходили, политическим кризисом, который возник из-за президентских выборов, которые не признали в большинстве стран мира. Что делать в этой ситуации? Плюс тяжелая экономическая ситуация. Он вынужден идти на уступки России. Поэтому, да, это, казалось бы, чисто символическая уступка. Но, знаете, как в известной пословице, коготок увяз, все птички пропасть. Вот так и здесь. Да, за этой символической уступкой будут новые. Это же вот как раз втягивание Лукашенко в такую ситуацию, такой формат отношений, где у него не будет путей назад, не будет путей для отступления. И в отношениях с Украиной, и в отношениях с Западом. В этом плане я и говорю, что это вопрос только времени тогда. Когда, на каких условиях он пойдет на новые уступки. Владимир, ну а вот зараз про ту позицию Украины, якая была, есть и якая она может быть. Вот, нема тут певной такой дилеммы. Ну, вот Украина уже долучилася до некоторых, не до всех, санкций Еврозв'язу. Ну, скажем, секторальных санкций яна пакуль не вводила. Яна, до речі, не адмовілася, наколькі я разумею, ці там такая ситуація даволі такая заблытаная, то адмаўлялася, то і зноў открывала як бы поток паліва з Беларусі, а он велізарны, наколькі я разумею, там лізне траціна украінскага рынку, это беларускае паліва, беларускае топліва. Ну, авіаблокады, да, авіаблокады таксама Украіна долучилася, але, ну, далёка не все, яна, так бы мовіць, адстае ад Еврозв'язу. Так вот, цяпер перад Киевом, я так разумею, вот перед тем, покуль Лукашенко не ў Крыме, як бы протягивать, нарощивать санкцийный тиск, что называется, догонять там Еврозв'яз, ці крыху притормозить, как все ж таки як бы не подштурховывать, бо логика Лукашенко такая, что вы нам, кшталту, объявили войну, ну вот я зраблю вам як бы больно, вам Крым як бы болит, вот я туда и съезжу, вот я вам покажу. То есть тут это такой певный диалог с Киевом. Вы же не хотите, чтобы я там был. И это как-то в Киеве вот рефлексуете на этот конт? Ну, точно Киев не будет поддаваться на шантаж Лукашенко. То есть мы это не воспринимаем как шантаж, как какую-то игру и так далее. По санкциям, в частности по экономическим санкциям, Украина действительно занимает более гибкую позицию. Ну, потому что речь идет о наших экономических интересах. Но для сравнения, мы же не прекратили торговлю с Россией. Есть сфера торговли, например, по твелам для атомных электростанций, где ну, это создало бы нам огромные проблемы. Я имею в виду торговлю с Россией. Так и, например, дизельное топливо, которое мы получали, или битум из Беларуси. Там мы не заинтересованы в том, чтобы прекращать эту торговлю. И мы тоже достаточно дифференцированно подходим к отношениям с Беларусью. Санкции касаются только Лукашенко. По Белавиа понятно, почему санкции. Они возникли у очень многих стран,
это было связано с тем, что Лукашенко посадил самолет Ryanair, и, в принципе, это была такая солидарная позиция очень многих европейских стран, и не только европейских, по отношению к режиму Лукашенко и к нарушениям правил авиасообщения в Беларуси. А вот когда речь идет об экономике, мы занимаем достаточно гибкую, на мой взгляд, весьма прагматичную позицию. Поэтому санкции в основном политические, некоторые, может быть, экономические ограничения не возникают, но скорее это уже в рамках ответных мер, потому что здесь большую инициативу проявляет сам Лукашенко. Вот как может Украина реагировать? То есть вот я точно могу сказать, что в связи с этими угрозами мы не будем делать каких-то встречных шагов Лукашенко и не будем предлагать ему там что-то, только бы он не ездил в Крым. Ну, поедет, это будет личная проблема Лукашенко. Я же говорю, он сам просто будет еще дальше разрушать двусторонние отношения между нашими странами. Но я могу сказать, что будет дальше. Если Лукашенко поедет в Крым, скорее всего, тогда могут быть прямые контакты с белорусскими оппозиционерами, в частности, с Тихановским. Кстати, вот сейчас вопрос. Зеленский будет сегодня-завтра в Литве. И кто его знает? Там будет встреча, например, у главы Европейского совета господина Мишеля с Тихановской, планируется она. Да, поэтому кто его знает? Может быть, будут какие-то, может быть, неофициальные контакты между украинским президентом и Тихановской. Так что у нас есть тоже свои дипломатические козыри, которые мы можем использовать. Ситуация очень специфическая, и мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Беларусь признавала аннексию Крыма. Но если это случится, я говорю, это будет проблемой Лукашенко, а не Украины. І яшчэ, ну я так разумею, працяг вашай думкі, але я так зразумеў, што калі нават Беларусь той ці іншай форме прызнае анексію Крыма, то это не означае, што Украина адмовіцца ад импорта белорусского, скажем, бензина. Конечно, нет. А зачем? Знаете, это будет напоминать известную детскую поговорку: на зло маме отморожу уши. Понимаете, у нас есть экономические интересы. И, кстати говоря, вот эти ограничения, которые начал вводить Лукашенко, ну там вот сократил там поставки некоторых белорусских товаров, так он бьет по белорусским производителям, по белорусским экономическим интересам, не по Украине. Если у нас нет критической зависимости от белорусского дизельного топлива, да, какие-то проблемы могут возникнуть. Но, кстати, не возникли, потому что нас пугали. Вот ведет Лукашенко санкции против Украины, и все, начнется чуть ли не топливный кризис в Украине. Не начался этот кризис. Тут другие проблемы, как бы, да, цена растет на нефтепродукты, но мы можем заместить белорусские нефтепродукты нефтепродуктами из других стран. Да, потребуется изменить логистику, решить целый ряд непростых логистических проблем, но это возможно. Поэтому я считаю, что как раз Украина не будет вводить никаких санкций в этом плане. А вот если Лукашенко будет действовать таким образом, он просто накажет сам себя. Вернее, не себя, а белорусских производителей, белорусскую экономику, которая без того находится сейчас в очень сложной ситуации. И еще одно удокладнение питания. Украина не будет вводить отповедные экономические санкции, обмежевания. Нават калі, так бы мовить, партнеры з Еврозвязу это вельми пропонуют сделать. А что, весь Европейский Союз ввел экономические санкции против Украины, против Беларуси? Весь? Нет, ничего подобного. Да, есть санкции секторальные, далеко не полные. Что прекращена торговля Европейского Союза и стран Европейского Союза с Беларусью? Нет. Я могу напомнить ситуацию по калию. У нас, кстати, да, или другая история. Вот если уж говорить о том, что от нас кто-то может что-то требовать. Слушайте, мы тоже можем требовать. Владимир, я не Еврозвяз, так что я-то ничего не потребую. Это я к вопросу о том, знаете, да, как может развиваться ситуация. Вот если Европейский Союз ведет запрет на экспорт российской нефти и газа через белорусскую территорию,
Вот тогда да, тогда мы тоже можем подумать о некоторых санкциях. Или там запрет по калию и так далее. Но это вопрос пока гипотетический. Пока же, я говорю, позиция Украины достаточно прагматична. Я не могу за украинское руководство говорить, какие санкции могут вводиться, какие нет. Это вопрос политических и государственных решений. И эти решения будут приниматься в зависимости от ситуации. В первую очередь, в зависимости от действий Лукашенко. Но, скорее всего, вот если визит Лукашенко в Крым состоится, то реакция будет тоже дипломатической, политической. В частности, это одной из реакций может быть активное развитие отношений с белорусской оппозицией. Владимир, ну и, так бы мовить, в стиле thinking about unthinkable, так бы мовить, думок про немагчимое, но тым не менш. Ну, одна поездка Лукашенко, так бы мовить, одна, як відомо, ластовка не робить весну. Але магчыма, ну, умовно кажучи, гандаль с Крымом, там, открытие. Не, ну мы молчать домов, не будем. да. Можно я Да, сразу скажу? да, Молчать да. мы не будем, и это будет, если это состоится, будет жесткий дипломатический ответ. Возможно, будет отозван посол Украины из Минска, ну, другие формы именно дипломатического реагирования. Я говорю, контакты официальные с белорусской оппозицией и так далее. Молчать мы не будем, естественно. А вот як ви лічыце, вот досвід Беларусі, ну, умовно кажучи, пакуль мы говорим все ж таки гіпотетычна, бо пакуль, акрамя России, анексію Крыма признаюць, ну, краіны, не будем их крыўдзіць, але як бы далёкія ад рэгіён. І як бы ва всесветнай палітыцы, ну, там, падтрымлівае, скажем, признае гэта Никарагуа, ну, яно даволі того далёка. А тут вот, ну, якая-никакая европейская краіна в центре Европы, тут во всяких, так сказать, стосунках. И вот ці няма небяспекі, что, умовно кажучи, и в Ереване, и в Нур-Султане будут думать, и Москва будет им казать, вот бачите, белорусы ж признали, мы с вами в союзе, вот белорусы признали, так за вами чарга, давайте, так сказать, там, Акаев, там, Пашинян, вот давайте и вы признавайте, так сказать. Я не думаю, что... Это не, да, я понимаю. Это не небяспека? Я понимаю эту логику, но я думаю, что пример Лукашенко, ну, точно не европейский. И Лукашенко, которого и раньше называли, ну, скорее символически, а сейчас уже практически последний диктатор Европы. Но точно это не самый хороший пример. И даже на постсоветском пространстве. Я не думаю, что, например, Никола Пашинян, недавно его партия победила на выборах в Армении, он будет следовать примеру Лукашенко. Да, у Армении тоже специфическая позиция. Кстати, очень напоминает позицию, которую Лукашенко исповедовал по Крыму. Двойственность. В голосованиях в ООН они поддерживают Россию, но избегают прямого признания. Поэтому я не думаю, что здесь действия Лукашенко станут хорошим или позитивным примером для постсоветских лидеров. У них своя логика и свои интересы. Большинство постсоветских лидеров и постсоветских стран заинтересованы в сохранении нормальных, дружественных отношений с Украиной. Поэтому я как раз вот за то, что якобы пример Лукашенко повлияет на других, я этот тезис не поддерживаю, я отношусь к нему очень скептически. Владимир, ну и наступное питание у меня, оно такое, может, критичное, але я его все-таки задам, с вашего дозволу. Ну вот давайте мы уявим себе, что в Беларуси отбылась змена, так мовить, уладнага права няма Лукашенко, а во владе ты люди, якія, ну вот зараз увасабляюць оппозицию. Ну вот літаральна сёння быў абвешчаны прысуд Віктару Бабарыка, 14 гадоў зняволення, калонія строгага рэжыму. Самы папулярны палітык паводле апытанняў у Беларусі, у тым ліку і больш папулярны, чым Лукашенко. Выказванне якога пра той сюжэт, які мы з вами абмяркоўваем, вядомае толькі адно. Падчас выбараў, калі яго спыталі, чый Крым, он сказаў грэцкі, жартам. Другая особа, Светлана Тихановская, вот про якую вы сказали, мовить. Ну, Светлана Тихановская, як бы мовить, неўзабаве пасля, вот, пасля таго, як она эмігравала, яна казала,
фактично як і Лукашенко, до апошняга часу. Крым де юре украінскі, Крым де факта расійскі. В зусім недавнім інтерв'ю яна сказала Крым украінскі. Але тая заява таксама была. І ще одна деталь. Яе муж Сергей Тихановский, які год сидзіць у турме, ён фігуруе у міратворцы. Я перад нашай з вами размовай літаральна паглядзеў, ці ён там застаўся. Ён там застаўся. Так, миротворец – это не державная установа, но это и не просто НГО, которое меркаванне якога не мае значення. Напэўна, пэўнае мае. І ён там як вораг Украины, як чалавек, які якраз за тое, што ездзіў у Крым. Так вот, в этом сэнсе у меня пытанне. А пераемнікі, дэмакратычныя пераемнікі Лукашэнкі, калі ён зараз поедзе ў Крым, змогуць адыграць эту камбінацыю. Бо ведаеце, одно, умоўна кажучы, сёння Бабарыка робіцца прэзідэнтам, да? Калі прызнання анексіі няма, а другая справа, калі ён садзіцца ў крэсла прэзідэнта, калі Крым ужо прызнаны, і трэба эту сітуацыю тады адыгрываць і казаць, нет, мы адыграем. Ці зможа Бабарыка і Тихановская адыграць, калі нават гипотетичной ситуации они приходят до власти? Бессмысленно сейчас гадать о том, что будет дальше. Я думаю, что белорусскому народу прежде всего надо разобраться со своим будущим. Каким оно будет? В составе союзного государства. Дело даже не в персонале. Меня сейчас меньше всего волнует персонале. Понятно, я как политолог могу анализировать разные сценарии. Если будет Бабарика, если будет... Тихановская мы же знаем и понимаем, это сугубо символическая фигура. Она местоблюститель оппозиционного престола. А кто будет реальным руководителем Беларуси, если вдруг, пока это чисто гипотетически, к власти придет оппозиция, это точно будет некая коалиция. Точно. И она будет очень разношерстной, разнородной. И если в этой связи, если уж Лукашенко пытался удерживать этот эклектический баланс по отношению к Украине, эту двойственность, не переходить красной линии, то я думаю, что подобной позиции будут придерживаться и те люди, которые когда-то придут к власти на смену Лукашенко. Если, к примеру, при Лукашенко или после Лукашенко Беларусь станет частью союзного государства, то понятно, это будет означать и признание российской позиции по Крыму. Но тогда и для белорусского народа будет серьезная проблема. А то ли это будущее, которого хочет значительная часть белорусского среднего класса, белорусской интеллигенции, белорусской молодежи. Так что это будет проблема не Украины, а проблема, опять-таки, как минимум части белорусского народа, его будущего, его перспектив. Мы будем реагировать по ситуации. Поэтому я считаю, что здесь никакой катастрофы я не вижу. Это выбор самого белорусского народа и будущих белорусских руководителей. А как отыгрывать из этой ситуации? Это только практика покажет. Во всяком случае, я же говорю, что тут красная линия даже не визит Лукашенко в Крым. Это будет очень неприятно, досадно, и это будет ухудшение отношений между Украиной и Беларусью. Реальная красная линия в юридическом смысле – это признание российской аннексии Крыма. И это может произойти, например, если Беларусь станет частью союзного государства с Россией в полном смысле. Не просто номинально, как сейчас, а в полном смысле. Тогда это будет утрата Белоруссии значительной части своего суверенитета. И тогда, тогда отношения между нашими странами будут совсем другими, чем они были до прошлого года. Ясно, добре. Дякую великий, Владимир. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як то все ж будуть розвиватися події, яны можуть сачити на